городе Рузаевка и поныне живут славные спортивные традиции. Одним из тех, кто их закладывал, был заслуженный тренер СССР Николай Агапов. Тренируя тяжелоатлетов, он воспитал мастеров спорта, целую плеяду чемпионов. Николай Семенович, это, можно сказать, что для Рузаевки это великий человек. Так как я его очень хорошо знаю, в связи с тем, что он жил недалеко от меня, на улице Трынова. Вот, это человек, который вовлекал всех молодежь в спортивный зал. Он вырастил довольно-таки очень много мастеров спорта, занимал тяжелой атлетикой. Вначале был мастером спорта СССР он сам, и так потом вовлек. Стал заслуженным тренером Российской ССР. И суть в том, что он даже воспитал чемпиона мира по тяжелой атлетике среди молодежи, это Филимонова Юрия. Проводил занятия даже в неприспособленных для этого местах. Вот. И когда, значит, его выиграл чемпионат мира, чемпиона мира, и его в знак его признания, значит, построили зал спортивной тяжелой атлетики. Это рядом, вокруг, с клубом имени Ухтомского. В 2002 году Агапов ушел от нас. На памятник, который установлен рядом со спортзалом, скидывались его воспитанники. Вот, значит, здесь спортивная общественность, а именно спортсмены бывших лет, мастера спорта, такие как Савкин Николай Борисович, Полынов Василий Федорович, вот, потом, значит, Мартынов Сергей, вот, вышли инициаторами, собрали денежные средства. Но городская администрация, ни районная администрация на строительство памятника и благоустройство не выделили ни копейки, зато только пришли на открытие памятника. Это был вообще абсурд. А 24 октября у Николая Семеновича день рождения и хотят уже провести масштабные соревнования по тяжелой атлетике. Но это в сегодняшний день там еще ремонт не знаю. Но якобы глава района собирал этих спортсменов, пообещал, что к выборам будет зал восстановлен. Но, как вы видите, до этого даже еще конь не валялся, чтобы там он как висит замок, так он и висит замок. А действующий спортзал со временем потребовал капитального ремонта. Он примыкает к клубу имени Ухтомского, который перестраивают уже несколько лет. А вот спортзал у строителей почему-то оказался в пасынках. И вот меня спортивная общественность попросила, чтобы оказать содействие, потому что можно сказать, что спортивный зал уже в настоящее время не пригоден проводить занятия тяжелой атлетикой. И вот здесь сейчас требуется капитальный ремонт. И вот капитальный ремонт вначале не спортивная общественность, когда ко мне обратилась, чтобы оказать содействие в проведении капитального ремонта, так как он вместе идет в комплексе с клубом имени Ухтомского. А этот клуб имени Ухтомского уже делает, лет 14, столько денег угрохали. И последний раз вот выделили 260 миллионов. За 260 миллионов можно было вновь построить не только клуб, не реконструкцию сделать, а полностью 2 клуба можно было построить. И вот сейчас строят, значит, клуб имени Ухтомского. И вот, а вначале не предусматривался ремонт зала. Несмотря на обещания, двор рядом с залом по-прежнему завален стройматериалами, а крышу так и не починили. Страшно представить, что там творится внутри. Душа у них болит, у спортсменов. Они мне и сегодня звонили. Вот, я им сказал, давайте приедьте, мы все вместе встретимся. Вот, поэтому я говорю, что нужно оказать содействие и сделать спортивный зал. И мы хотим, чтобы Сдунов Артем Алексеевич обратил на это внимание, так как чтобы молодежь вовлечь, и тем более у нас очень много людей, которые занимаются этим видом спорта. Состоится ли турнир памяти Агапова осенью, в день его рождения? Власти района считают, что они его проведут в срок. Спортивная общественность им не верит, и у нее есть основания. Достаточно заглянуть за невысокий забор и увидеть, на каком этапе застряла стройка.